Эту информацию, как ссору из избы, не хотелось выносить. Блогеры должны очень хорошо думать перед тем, как что-либо публиковать. Вот. А угрозы были? Угрозы были, причем вам или еще кому-то? Были всем блогерам угрозы, всем, кто в этом как-либо вообще принимал участие. Но когда остров стала проблема с мошенниками в сфере благотворительности, так как это было связано именно с крымскими татарами, мы вместе, мы сила, и я почувствовала в какой-то момент, что мы можем решать не только эти проблемы. На самом деле мы можем решать очень многие проблемы. Салям алейкум, Риана Ханум. Вы совсем недавно были у нас в проекте Миркес, мы говорили с вами о финансовых пирамидах, и я решила снова позвать к нам в гости вас для того, чтобы немножечко раскрыть эту тему, в том числе продолжить. Активная атака от всех тех, кто защищает, скажем так, эти пирамиды, эти схемы. Нам пришлось очень внимательно следить за социальными сетями, в которых работает наш ресурс. Более того, к нам на почту пришли письма с вот такими вот, скажем так, оправдательными текстами о том, что это рабочая схема, что люди как бы заняты в ней, и это приносит честный и реальный доход. Меня поразило другое. Меня поразила точечность и, скажем так, попадание в яблочко того, как работает наш социальный организм. Да? То есть организаторы этих схем, они понимали прекрасно, как работает крымско-татарский социальный механизм, они точно знали, к каким блогерам обращаться. Мы такая легкая мишень, Рианхан. С точки зрения социальной, как мишень, действительно, в плане именно этой схемы действующей, это было очень легко и просто. С учетом того, что у нас очень быстро распространяется любая информация, и мы друг друга все знаем, да, у нас есть такое, что это обязательно чей-то родственник, или там мы знаем через брата, сестру и так далее. И когда мы видим друг у друга какое-то доверительное и положительное отношение к какому-то проекту или схеме, то у нас, соответственно, тоже возникает мысль о том, что сомнений нет в том, что здесь что-то не так. И, соответственно, идет цепочка, по которой все попадаются на ту самую удочку. Если мы говорим о финансовой пирамиде, конкретно с точки зрения мошенничества, эта схема получилась очень удачная. Ее часто используют именно в региональном таком небольшом, да, кругу, чтобы распространилась быстрая информация. То есть среди целевой аудитории все по местности друг друга распространяют, и это происходит очень быстро. Но здесь, помимо того, что есть региональный окрас, есть еще и наше крымско-татарское сообщество, где солидарность, где мы друг с другом очень привыкли быстро делиться и распространять хорошей информацией. А здесь был хороший опыт изначально, потому что все получали деньги быстро, то есть они удваивали свое вложение, свой капитал, как это называлось, за короткий срок. И, соответственно, многие тоже хотели это повторить. И на опыте тех, кто уже получил, соответственно, хотели тоже поучаствовать в этом всем. И не видели при этом никаких опасений, у них не возникало. Не было никакой мысли о том, что это может быть мошенничество. Потому что свои ведь уже участвуют, у них получилось, значит, и у нас получится. Эта группа выросла за счет вот как раз 90% я видела там именно участников крымских татар. Риана Ханум, во времена моего студенчества юристов выпускали буквально в промышленных масштабах, извините за это выражение, но мне кажется, каждый второй в анамнезе имел какое-то юридическое образование. Что повлияло на ваш выбор быть юристом? Все сложилось как-то само собой. Я сейчас расскажу, как это вообще произошло. С учетом того, что моя мама, будучи юристом, адвокатом, правозащитником, зная все прелести этой профессии, она, конечно, не желала мне такого. То есть она отговаривала? Я не могу сказать, что она отговаривала, потому что у меня, в принципе, и не возникало мысли о том, чтобы стать юристом. Изначально я планировала стать актрисой, но это было в детстве, до момента, пока я не осознавала, что это нереализуемая мечта, мне никогда не разрешат стать актрисой. Как любая мама, кстати, как и я сейчас, она, конечно, желала, чтобы я работала в сфере медицины. И я тоже сейчас своим детям бы пожелала того же, и это понятное желание. Поэтому с 8 по 11 класс я училась в медико-биологическом лицее. То есть, да. У вас в анамнезе, значит, не медицинское образование. То есть на тот момент маме казалось, что сейчас нет желания, но оно появится, я одумаюсь и захочу. К сожалению, несмотря на то, что это действительно очень хорошая сфера, я считаю, самая нужная. Вообще все у нас
нас нужную сферу, но это одна из самых благородных, хороших профессий. Я не созрела на медицинский, и на момент выпуска, когда все мои одноклассники подавали заявление в медицинский, я так и не подала заявление. У меня было желание, так как я очень активный человек, а зная, как в медицинском учатся, я на тот момент уже видела студентов, как они с головой ныряют в этот медицинский, что это на самом деле нелегкая учеба. Я поняла, что нужно будет мне выбирать ту сферу, где я смогу посвятить себя каким-то своим общественным проектам и каким-то интересам, может, путешествиям и так далее. И мне почему-то казалось, что в медицинском это невозможно. Поэтому на тот момент я рассматривала социологию, маркетологом даже хотела быть, и политолога в том числе рассматривала, да. Мне было потеряла вас. Это было все очень интересно, но мама мне сказала, раз уж ты выбираешь гуманитарную социальную сферу, ну давай тогда юристом. Тебе понравится. Но мы давайте для зрителей скажем, мы говорим про Анаечку, но не все, наверное, знают, что ваша мама это Эмине Ханум Аванилева, Да. известный адвокат, и юрист, и правозащитник. Вы самая младшая в семье. Вас 4 сестры. Мы очень часто и много видим в интернете разных мемов на эту тему, да, как что такое быть старшей сестрой, что такое быть средней, что такое быть младшей, а как быть самой младшей. О чем это, про что это? Эти мемы — это чистая правда. Правда? Я в этих мемах нахожу полное отражение и нашей семьи, и вообще любой семьи, где есть старшие, средние и младшие дети. На самом деле это иерархия и какие-то особенности в силу того очередности рождения, они всегда присутствуют во всех семьях. И я, как младший ребенок, могу сказать с уверенностью, это действительно расти в полной любви, это расти в безусловной любви, то есть от тебя не требуют так, как от старших или средних. То есть обязанностей меньше. Обязанностей в любом случае, да, меньше. Конечно, есть семьи, где обязанностей, оно так и так будет, да, там есть ответственность своя у каждого члена семьи, но в плане именно снисходительность у меня с детства. То есть в силу того, что все тебя любят, все говорят, что ты младшенькая, любименькая и так далее, я могу сказать, что это очень сильно влияет на характер. И я думаю, что в том числе это помогло мне, вот то, что я младшая, и вообще любым младшим детям гораздо легче реализовываться в этой жизни, потому что они всегда ощущают какую-то поддержку и опору. И самое главное, они не боятся ошибаться. Вот эта снисходительность, что, попробую, ну ничего, даже если не получится. Это не страшно. Да, ничего страшного. И я думаю, что вот это как раз такая особенность, она помогает реализовываться очень многим. И также влияет на твой успех, на твое будущее. Поэтому я могу сказать однозначно, что в хороших, благополучных семьях вот младшие дети, они обычно бывают, это я так скромно, одни из самых успешных. Им удается достичь тех высот, которые они себе, можно сказать, задумывают и потом успешно реализуют. Ну, у вас тылы прикрыты, да, Да. 3 старшими сестрами. Мои да? лучшие Если подруги. если мы попросили бы ваших сестер в 3 словах описать вас, как бы каждая из них описала вас, какими 3 словами? Но здесь даже не раздумывая. Первое — это безотказность. Второе — это доброта, причем чрезмерная доброта. И вот третье, в принципе, это, наверное, не описание, а такое имя нарицательное. Это Пиноккио, хотя я с Пиноккио давно завязала. Я сейчас объясню, в чем здесь особенность. И еще мамсиком меня любят сестры, да, определять, характеризовать. Насчет Пиноккио. У меня была очень яркая фантазия до определенного времени. У меня сестры любили задавать вопрос. Так, скажи, в какой момент твоя история уже пошла по твоему сценарию? То есть я всегда очень любила яркое что-то, привлекать к себе внимание. Соответственно, очень часто в детстве додумывала истории. Но с этим завязано, если что, в блоге у меня... Чистая правда. Да, в блоге у меня никаких приемов от Пиноккио нет. Хотя, ну это шутка, конечно. Все вот в таком плане. То есть у меня с сестрами максимально доверительные и самые лучшие отношения, какие только могут быть. И я своим родителям всегда благодарна за сестер. Это лучший подарок. Конечно, мне не хватало всегда братьев.
Мы всегда с сестрами думали о том, что нам хотя бы один брат, но нужен был. Но это уже не задумаешь. Судьба, да, как распорядится Всевышний. А вы говорили, что некоторые крымско-татарские блогеры поддержали эту идею, но дали какой-то, скажем так, анонс, да, того, что эта история может быть успешной, финансово успешной. И меня заинтересовала история про ответственность блогеров, да, про вообще блогерство как явление, да, которое стало, ну, точно, это не средство массовой информации, безусловно, да, но, тем не менее, это достаточно влиятельная группа людей, которая сегодня определяет и тренды, с помощью которых можно влиять на общество, с помощью которых можно о чем-то информировать. В данном случае, вот, мне кажется, назрела необходимость поговорить об ответственности блогеров, потому что блогеры у нас есть, их влияние на общество очевидно, но нет разговора еще об их ответственности. Вы знаете, очевидно, что это именно так, что блогеры сейчас имеют влияние даже не то, что наравне со СМИ, то есть по скорости распространения информации, но и влияние на людей с точки зрения, что можно продвинуть совершенно любую идею, совершенно любую информацию, не так сказать быстро, но и как лояльность аудитории по отношению к блогерам больше, чем к СМИ, да, или там к любым другим ресурсам, которые у нас на сегодняшний день распространяют информацию. И обязательно нужно говорить о том, что блогеры должны очень хорошо думать перед тем, как что-либо публиковать. Это не касается их контента в плане, что тематики или если какие-то ограничения и запреты. Это другая тема. По отношению вообще с точки зрения закона, раз уж я юрист, есть определенные ограничения, запреты, но мы сейчас с вами говорим об ответственности моральной, да, социальной. Когда мы распространяем какую-то информацию, мы должны осознавать и понимать последствия. То есть, если мы возьмем, к примеру, распространение той самой финансовой пирамиды, а скорее всего у блогера заказали это именно как рекламу, то есть ему оплатили, дали техническое задание, он это разместил, и, вероятно, естественно, он не понимал, что это мошенничество, потому что я думаю, что он бы это не размещал, если бы он знал. Но здесь больше мы говорим опять-таки о том, что ему нужно было проверить, что именно он рекламирует. И вообще, когда мы что-либо постим, мы обязательно должны проверить, ну, понятное дело, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И здесь, если бы у нас так, можно сказать, бездумно не публиковали все подряд, вот что, да, у нас заказали, то мы и публикуем, то, возможно, не было бы таких последствий. Потому что, когда, например, я поднимаю тему в своем блоге о том, что в том или ином случае действуют мошенники, мне верят не с первого раза. Хотя я тоже имею лояльность аудитории, но бывает такое, что люди думают, что я преувеличиваю, да. И в таких случаях мне обычно пишут, а вот этот блогер некий, да, он опубликовал. И, то есть вы хотите сказать, что он публикует вот такую непроверенную информацию и продвигает мошенников? Ну, в этом случае я, конечно, говорю, что человек, наверное, просто не до конца изучил эту тему и сам не понимает, что именно он распространяет. Но не потому, что он хочет навредить, а потому, что он просто безответственно подошел к контенту, да, той информации, которую он продвигает. И, соответственно, как мы уже с вами сказали, первое, проверять обязательно ту информацию, которую мы публикуем. Это касается и темы благотворительности, когда многие, это касается и меня в том числе, да, потому что здесь у нас был мотив, мы хотели помочь, но при этом совсем потеряли бдительность, забыли о том, что могут просто обманывать. Мы сейчас поговорим. Да, мы об этом поговорим. И опять-таки, это я просто коснулась того, что разные бывают. Это не только касается мошенников, да, связанных там с пирамидами, схемами и так далее. Это может быть связано и с благотворительностью. В том числе это может быть связано и с каким-то контентом, который вот сейчас появился. Я его не вызываюсь осуждать, но я думаю, многие поймут, о чем я говорю, да. Я никогда не спешу кого-то осуждать и так далее. Каждый имеет право на свое видение, на свой контент, да. Каждый пусть публикует то, что он хочет, но все-таки нужно понимать о том, как влияет этот контент, какие
какие последствия может вызвать этот контент. Потому что очень часто люди просто не задумываются и не понимают, к чему может привести вот их какая-то даже легкомысленная шутка или какая-то легкомысленная и необдуманное действие, да, публикация. Поэтому это действительно очень важная тема сейчас. И я надеюсь, что после того, как мы это все обсуждаем, очень многие более ответственно стали подходить. Даже вот мы дальше с вами будем говорить, и касаемо благотворительности, многие стали ответственно к этому подходить, потому что уже знают, с чем мы сталкиваемся. Мы можем говорить, что у нас уже есть какое-то блогерское сообщество, есть какая-то внутри коммуникация, или пока рано, пока каждый сам по себе, либо это какие-то частные контакты и так далее? До определенного момента я думала, что у нас еще нет такого блогерского сообщества, но когда остро встала проблема с мошенниками в сфере благотворительности, так как это было связано именно с крымскими татарами, я говорила и поднимала эту тему в течение года, но оно все равно не обретало такого уровня, чтобы об этом говорили уже все. И в таком уже, можно сказать, отчаянном положении я решила, что надо, что нужно вызвать тех, кто так же, как и я, имеет аудиторию, также имеет лояльную аудиторию, которая доверяет, и так будет намного легче и быстрее. Сначала я хотела лишь проинформировать. Я собрала в одном чате самых крупных блогеров, и не только самых крупных, вообще всех, кого знала блогеров. Причем это были не блогеры по типу «кто мне нравится или не нравится», на кого я подписана или нет. Совершенно разношерстных блогеров собрала, но к отношению к крымско-татарскому какому-то аудитории. И сначала было это информирование, но каким было мое удивление, когда я увидела реакцию, отклики, я увидела, что всем это было очень важно. То есть им было важно решить эту проблему, все прониклись. И сейчас даже немножко так трогательно, я сейчас прослезиться хочу. Они вызвали у меня ощущение, что мы вместе, мы сила, и я почувствовала в какой-то момент, что мы можем решать не только эти проблемы. На самом деле мы можем решать очень многие проблемы. Несмотря на то, что мы разные, несмотря на то, что у нас у всех есть своя работа, свой вид деятельности, и у всех свои разные, какие-то цели и взгляды. Несмотря на все это, нас вот в этом случае объединила эта проблема, и мы совместно принимали решение, как возможно решить и вообще навсегда искоренить проблему с благотворительностью. Ну, давайте уже поговорим тогда про эту благотворительность, эту проблему. Вы объединили, по сути дела, целый такой пул, скажем так, блогеров, которые взяли на себя функцию, в каком-то смысле борьбы, с недобросовестным волонтерством, борьбы с мошенничеством в каком-то смысле в сфере благотворительности, и это вызвало очень большую волну обсуждения, с одной стороны, а с другой стороны, каких-то конкретных действий. И с вашей помощью или по вашей инициативе, вы сейчас раскроете все тайны, как это происходило, вы объединили большое количество блогеров, которые подняли этот вопрос, обратили внимание аудитории своей и в целом крымских татар, крымско-татарского общества на то, что, к сожалению, кому-то удается на таких, казалось бы, невозможных вещах, там, где точно нужно быть честным и открытым, обманывать, скажем так, недобросовестно вести дела. А благотворительность. Давайте с чего это все началось, как это развивалось, во что это вылилось, какие были ваши действия, ваши шаги? Ильнура Ханум, можно прям откатаю время с самого начала. У нас был очень долгое время такой период, что в нашем крымско-татарском обществе бесконечно репостили сборы. То есть в день по 3-4 новых сбора. Причем эти сборы, они почему-то закрывались с очень скоростью небольшой, медленной, и мы не могли понять. Мы все репостим, почему же сборы так быстро не закрываются, как хотелось бы. При этом мы продолжали все репостить, и у нас даже не возникала мысль о том, что где-то, возможно, есть что-то нечестное и от нас что-то скрыто. При этом ежедневно мне писали в директ разные истории о разных конкретных личностях, но я как человек, который, как юрист, не привыкла со сплетнями или просто со слухами работать, мне всегда нужны факты. И когда этих историй стало уже слишком много о том, что здесь конкретно, например, в данной ситуации есть обман, я решила, что
ну, люди просто уже просили проверить, потому что с ними на контакт не выходили никак. А здесь, вы говорите, вы юрист, вы можете на них как-то иметь какие-то рычаги давления. Конечно, с юридической стороны, со стороны закона, они вообще были обязаны, те, кто организовывает сборы, они обязаны делать это прозрачно, открыто, и на любой запрос о том, сколько удалось собрать, если я передала туда деньги, я имею право знать об этом, потому что это общественный сбор, да, сбор пожертвований, это не твоя предпринимательская деятельность, которую ты можешь скрыть и так далее. И, соответственно, уже это вызвало у меня тоже интерес и непонимание, почему такое количество людей об этом пишет. Значит, наверное, там есть что проверить. Я сделала запрос. Сначала это все было на уровне ни в коем случае вообще не хотелось выносить ссоры из избы. То есть все эти сообщения очень долгое время я даже не поднимала эту тему на обсуждение. Я пыталась сначала сама разобраться. Я писала всем тем волонтерам, сейчас я их в кавычках возьму, с просьбой предоставить отчеты. И делала это сначала мягко. Но когда я начала замечать, что идет, все пытались увиливать от ответов, и все это сначала выглядело по-доброму, так что вот, ой, у нас сейчас много работы, ой, у нас сейчас там ребенок болеет или еще что-то, мы в дороге. Но когда я уже почувствовала, что мной манипулируют, а я достаточно добрый человек, и мне уже люди, которые просили, наконец, проверьте их, они мне начали говорит, ну, пожалуйста, будьте с ними построже, пожестче, да. Скажите им что-то про закон. И тогда я уже поняла, что нужно быть пожестче. Я им написала, что если мне сегодня не предоставят отчет, то вас уже будет проверять правоохранительные органы. Все. После этого, естественно, все испугались, потому что последствия того, что увижу я или увидят правоохранительные органы, у нас совершенно разные. Да? Причем я сказала, что если вы остановитесь, то никто об этом не узнает. Ну, просто вы ошиблись, тем более это касалось тех семей, у которых действительно есть больные дети, которые действительно в какой-то степени нуждаются, но они просто начали использовать это чрезмерно, и не просто чрезмерно, да, а покупать себе участки, дома, машины. В чем вообще состояла проблема? Проблема была в том, два разных было вида проблем. Одна проблема — это конкретно волонтеры, в кавычках, которые просто помогали в сборах, в организации сборов, в продвижении сборов и брали себе часть от этих сборов, причем делали это тайно. В этом и была главная проблема. То есть они закрывали потребности обратившихся за помощью, но при этом оставшиеся излишки забирали себе. Да, то есть в этом и была схема удачная, потому что выглядело со стороны все вполне прилично. То есть сбор закрылся, здесь все довольны, нуждающиеся. С этой стороны тоже все довольны, но тайно вот эти суммы, которые на самом деле поступали на счет нуждающихся или напрямую часто были сборы на карту волонтеров. Да, это последние годы после этих обсуждений все начали перестраховываться и собирать на карту нуждающихся. Это то, что касается именно волонтеров. Они собирали сбор, допустим, 350 тысяч. На карту пришло 1 миллион. Нам об этом не сообщают людям, которые участвуют непосредственно в сборе, чтобы его закрыть скорее и помочь. Нам сообщают только о том, что сбор закрылся, вот отчет, отчитались, все чисто выглядит в наших глазах. Но о том, какая сумма на самом деле была собрана, нам оставалось лишь догадываться. И когда я просила у них отчеты, и мне удалось вот посредством такого давления и угроз судом и правоохранительными органами получить всего один отчет. И когда я увидела всего один отчет, где реально было расхождение, вот как я уже сказала, 350 тысяч был сбор, и за 2 недели собрали 1 миллион, я просто поняла, какие на самом деле суммы там крутятся. Более того, когда я после этого попросила, а были же у вас еще сборы, это был небольшой сбор, то есть, а были еще крупные сборы, где был сбор там около 1 миллиона и так далее. И когда мне уже эти сборы просто ни под каким условиям, ни по каким угрозам и предлогам не хотели скидывать, я поняла, насколько все запущено. И вы можете себе представить, что это все длилось не 1 месяц, не 2. Это длилось несколько лет. То есть эти люди, у них сейчас, естественно, на страницах уже никаких постов нет, но на тот момент, когда мы все проводили эту проверку, еще негласно, все это было, и нас просто поражал масштаб всего того, насколько это было закручено, причем это была не одна какая-то организация, да? Это называть. Я их называла, в принципе. Я постила... Наши аудитории. В принципе, можно, но вы знаете, сейчас уже от них не осталось и следа, да, то есть сейчас мы о них, если даже скажем,
Я надеюсь, что, конечно, в будущем они не создадут новую организацию. И сейчас, если мы будем говорить конкретно о тех, с кем кого лично я проверила, потому что я других, где были подозрения и где не проверяла, я, естественно, их никак не опубликовывала, нигде о них не говорила, да. Но их было даже больше, чем те, кого мы опубликовали. То есть те, кого мы опубликовали, это 50% из того, что было на тот момент, да. 50% остальная часть, да, 50%, у нас просто исчезла. Они поудалялись. Налаженный бизнес, налаженная схема. Да, это была, причем схема очень хорошо продуманная, и они отрабатывали ее именно через самих нуждающихся. То есть они имели свое какое-то давление, какую-то психологическую манипуляцию, потому что, например, когда я публично опубликовала вместе с другими блогерами имена тех, кто в этом участвовал, появились те же самые нуждающиеся, которые посредством этих организаций получали помощь и защищали их, даже закрывая глаза на те факты, которые я не публично публиковала, да, не публично публиковала, тавтология, прошу прощения, а то, что я скидывала в личные сообщения, несмотря на все это, они будто не видели, не слышали, не хотели слышать, они утверждали о том, что главное, что им помогли, все остальное их не интересует. Ну, их понять можно, то есть их можно понять. Когда разговор о здоровье, здесь глаза на все, лишь бы решить эту проблему, как-то продлить. Вторая проблема, то есть одна схема — это спонсоры, да, а вторая схема? А вот вторая проблема куда глубже и хуже, наверное, я бы так сказала, потому что она касается непосредственно самих нуждающихся. То есть когда нуждающийся получает лечение по ОМС бесплатно, получает пенсию по инвалидности, получает какие-то еще... Бывает, что они состоят на ведении у какого-то благотворительного фонда и все равно получают помощь на постоянной основе. И несмотря на все это, открывают сбор, например, на какие-то лекарства, которые и так они бесплатно получают, или которые им вовсе не требуются. Это конкретно я, которую схему вычислила. В сборе, в афише были перечислены лекарства, которые даже не требовались, потому что когда начали мы все выяснять, разбираться, вместе с врачами, естественно, не было никаких заключений, документов о том, что эти лекарства требуются. А когда мы попросили прокомментировать каких-то других врачей, они сказали, что в этом случае, в этом диагнозе это вообще не те лекарства. Причем были выбраны такие лекарства, которые не отпускаются по рецепту через наши аптеки, а которые покупаются с рук. Ну, вы знаете, через посредников, там какие-то зарубежные лекарства и препараты. И в таком случае мы уже говорим о том, что нуждающиеся тоже могут злоупотреблять. Поэтому эту именно тему я затрагивала очень осторожно, чтобы не оскорбить и не обидеть тех самых нуждающихся, добросовестных, настоящих, которые очень часто даже не просят о помощи. И многие из нас испугались того, что после того, как мы поднимем эту тему, кто-либо вообще перестанет помогать и просить о помощи. Но наша главная цель была не это. Наша главная цель была остановить тех, кто на этом наживался, причем наживался в очень приличных масштабах, да, если мы говорим, что разница там в разных сборах была от 500 тысяч и выше. Это была очень серьезная сумма, причем это было ежемесячно. И хотелось просто остановить, так как эти средства, которые могли поступить другим нуждающимся, да, у нас сейчас, например, сборы, вот мы сейчас сидим с блогерами и ищем сборы, да, чтобы распространять, а их уже почти нет. То есть у нас появляется сейчас сбор, и все наши силы направлены на этот сбор. То есть уже нет вот этого рассеянности на какие-то другие сборы, которые раньше, по сути, и не были нуждающимся в этом плане на то, что они собирали. Точечная, да. И теперь очень быстро стали закрываться сборы, их стало намного меньше, все стали очень ответственно к этому подходить, и, соответственно, я думаю, получилось хорошо. Что было вами предпринято? То есть вы выявили вот эти вот нечистые схемы, вы нашли людей, кто этим занимается, вы с ними коммуницировали, пытались их, так сказать, вразуметь, где-то немножко, скажем так, угрожали, скажем так, да, по обращениям в специальные органы, в правоохранительные органы. В итоге что сработало?
Вы знаете, то, что мы сделали в итоге, придали огласке, это была конечная вообще инстанция, и то, что я собрала блогеров и с ними поделилась, это уже было какое-то отчаяние и безысходность. Потому что, как я уже сказала, эту информацию, как ссору из избы, не хотелось выносить. Хотелось все это решить на каком-то таком уровне, потому что мало того, что мы уже не говорим про общественное осуждение, мы говорим о том, что им грозила уголовная ответственность с учетом того, какие суммы вообще, о каких суммах шла речь. Так как у нас волонтеры и вот эти самые нуждающиеся сами, можно сказать, в такой социально уязвимой категории граждан, конечно, не хотелось, чтобы их привлекли к уголовной ответственности. Мы хотели ведь просто это остановить, у нас не было цели кого-то наказать, самосуд какой-то устроить и так далее. Поэтому, когда мы подняли эту тему, к сожалению, были те, кто нас не до конца не понял наше намерение. И поэтому здесь нужно знать предысторию. Перед тем, как появилось то самое видео «Мы блогеры, и мы хотим это остановить», у нас была очень долгая история, негласно, когда мы пытались всех этих людей вразумить, пытались их остановить. И уже раз здесь я сказала остановить, но мы пытались, правда, их остановить, какими только способами не пытались. И методом и кнута, и пряника пыталась даже поддержать мошенника в плане, что психологически понять причину, почему он хочет так поступать. Разобраться, да. Будучи еще очень добрым человеком, очень не хотелось все это выносить вот на такую плоскость, но, к сожалению, нам не оставили выбора. И когда уже я думаю, в какой-то степени они чувствовали, что я, наверное, не решусь и не осмелюсь все это вынести. То есть, возможно, они думали, что я побоюсь их угроз или побоюсь какой-то вот... А угрозы были? Угрозы были, причем или еще кому? Были всем блогерам угрозы, всем, кто в этом как-либо вообще принимал участие. Это были угрозы со стороны ноунеймов, да, страниц вообще неизвестно, кто это писал. Это были и угрозы напрямую по телефону и так далее. Даже до моей мамы дозвонились: угомоните свою дочку, пусть она не балуется, да. И это было, честно говоря, морально тяжело, потому что угрозы меня не пугают. Меня больше пугало, и даже не пугало, а расстраивало то, что, например, те самые нуждающиеся могли манипулировать тем, что они ведь в сложной жизненной ситуации, а вот ты и твоя вот компания блогеров, как вы вообще можете суете сюда нос? И в какой-то даже момент я ловила себя на мысли, может, я делаю что-то неправильно. Может быть, не надо оставить, ладно, волонтеров, которые зарабатывают и берут процент, а может быть, здесь уже, ладно, пусть берут эти миллионы сберсборов. Но хорошо, что я поделилась тогда с блогерами, поделилась этой проблемой и пыталась с ними найти решение. И вы знаете, одна голова хорошо, да, а чем больше, да, 10 лучше, а здесь было больше 100. И мы с ними обсудили это и пришли к очень хорошему, во-первых, пониманию тому, что это неправильно и так не должно быть, потому что есть действительно нуждающиеся и другие, и мы можем не только нуждающихся какие-то потребности закрывать, мы можем еще гораздо больше, потому что у нас очень хорошо идет вот эта социальная поддержка, мы готовы друг другу протянуть руку помощи, и у нас на самом деле есть очень много и других проблем, помимо, да, благотворительности в сфере больных там и нуждающихся. И когда все это заработало, можно сказать, вот таким вот организмом, механизмом, потом я уже была рада, что мы это вынесли и публично обсудили, потому что по-другому повлиять на них мы не могли, к сожалению. Что касается того, что получилось в итоге, мы остались все довольны, потому что мы решили эту проблему. Я могу об этом смело заявить. На сегодняшний день те, кто занимался в промышленных масштабах тем самым заработком на благотворительности, их нет. Я не знаю, что будет дальше. Ну, я думаю, что это такая привлекательная сфера, что рано или поздно появятся какие-то новые формы, новые форматы, может быть, новые фонды, новые имена. Вы знаете, что даже один из тех волонтеров, в кавычках, да, с которым, можно сказать, последнее вот общение было завершено, он был последний, кого мы опубликовали. После всего этого, вот вы меня спрашивали, да, разговаривала я с ними или нет, после всего этого, несмотря на то, что они получили осуждение не только с моей стороны, да, если сказать, что, может, я ошибаюсь, или там закон не такой, а когда они получили осуждение со стороны людей, которые постоянно участвовали в закрытии тех самых сборов, они не сделали никаких выводов, они не почувствовали стыд,
Они не почувствовали то, что они делали что-то не так. И более того, вот о чем я хотела сейчас сказать, этот самый волонтер сказал мне о том, что хорошо, я сейчас открою официальный фонд, тогда мне можно будет продолжить? И здесь просто занавес. Я не знала, как реагировать. Я полностью не отвечала, игнорировала на сообщения этих волонтеров после того, как мы их разоблачили, потому что там вообще нет никакого смысла. До этого я с ними общалась, как только не пыталась, да, с ними договориться в плане, чтобы они не занимались этим. Но уже после этого смысла никакого не было. Да, там были угрозы, там было все. Да, там было все. И вот когда уже мне этот человек написал, что он намерен открыть официальный фонд, и тогда все будет четко и чисто, но он уже тогда официально, потому что у нас благотворительные фонды имеют право на административные расходы. Да, официально. То есть та часть, которую он раньше оставлял неофициально, он теперь хочет оставлять официально и таким образом, как зарплату, заработную плату их сотрудников фонда или, может быть, закупить себе там мебель или еще что-то для своего кабинета. То есть он уже намерен это делать все официально. Я сказала, конечно, ты можешь, ты можешь делать все, что ты хочешь, но ты должен уже понимать, что теперь люди все знают, что в этой сфере может быть обман, в этой сфере может быть та самая корость и другие намерения, не те, о которых мы в первую очередь думаем, да, когда мы хотим помочь, когда у нас в первую очередь это милосердие, да, и помощь, протянуть помощь другим. И как именно успешно продвинется твой фонд, ну ты сам понимаешь. Кроме этого, мы обязательно направим проверку. Ну, давайте скажем так, что теперь у нас есть чат среди блогеров. Да. Я, кстати, тоже состою в этом чате, и я вижу проверенные сборы. То есть вы проводите такую фильтрацию всех этих сборов. И можно ли уже говорить, что если у каких-то наших известных блогеров появляется информация о том, что проводятся сборы на какого-то, ну, каким-то нуждающимся, то это уже 100% этим сборам можно доверять, 100% можно перечислять деньги, оказывать помощь. Есть ли такая уверенность, гарантия? Да, и я думаю, что это наше главное достижение после того, как мы подняли эту тему, после того, как мы пытались решить эту проблему. И на сегодняшний день у нас есть вот то самое сообщество блогеров, где мы в любой момент можем друг другу отправить какую-то информацию и просто переспросить. У нас есть, кроме того, что там блогеры, есть врачи, которые сами находятся в тех самых государственных учреждениях или в частных, где проводится то самое лечение или где закупаются лекарства. У нас вся эта связь теперь налажена. И когда мы видим, что в какой-либо афише указано, что нужно там направить средства туда-то, туда-то, мы сразу можем проверить, действительно ли туда будут направляться средства. Да? Ну, понятное дело, когда есть счет и так далее. Но когда дело, например, касается иностранного лечения и так далее, мы тоже все это можем проверить благодаря вот тому самому сообществу. И у нас все теперь это происходит оперативно, максимально четко, и мы теперь не сомневаемся в том, что мы распространяем. Чохсанус, мне остается только поблагодарить вас лично и всех тех, кто поддержал вашу инициативу, наших прекрасных блогеров, врачей, которые участвуют в этом сообществе и доносят до нас эту информацию. Идем дальше. В этом вопросе, когда мы решали проблему с волонтерами, с мошенниками, очень важно упомянуть тех, кто всегда остается за кадром, да, потому что у нас есть очень много хороших людей, которые совершают благие дела, но они не публичные, да, это мы, блогеры, можем там сказать, мы блогеры, и мы решаем эти вопросы, но есть очень много людей, которые остались за кадром, и без которых мы бы не решили многие вопросы. Это я подняла эту тему, но при этом инициатором поднятия этой темы были те самые люди, которые об этом говорили, которые за этим наблюдали, и благодаря наблюдениям которых, и благодаря материалам которых получилось вычислить тех самых нечестных людей. И благодаря также достойным фондам, которые у нас на сегодняшний день функционируют, да, это, например, Ачих Юрий Клет, у которых, несмотря на то, что официальный фонд имеет определенный процент, направляет на зарплату сотрудникам, мы видим, как на самом деле выглядит благотворительность. У них в фонде нет никаких перечислений сотрудникам, то есть у них все работают безвозмездно. Понятное дело, что здесь это не значит, что так все должны работать. Но именно в этой ситуации мы видим, как на самом деле правильно должна вестись благотворительная деятельность, что это миссия, и это идет от души, от сердца,
и честно, и искренне, прозрачно. Юрист, ну, это всегда очень много стереотипов, и мы помним фразу знаменитую, да, для всех времен и поколений: ты же юрист, то есть ты должна знать все, да, и наверняка к вам не иссякают потоки там соседей, знакомых, которые просят либо объяснить, либо написать что-то, либо помочь каким-то образом проконсультировать. Найти себя в юриспруденции это сложно, потому что, ну, и конкуренция достаточно большая, и это достаточно, заявить о себе, это достаточно долгий и сложный процесс. Вот найти себя в этом, да, то есть в этом поле, насколько это был сложный путь для вас? Ну, ты же юрист, это действительно самая популярная и распространенная проблема среди юристов, потому что всем кажется, что если ты юрист, ты можешь знать ответ и о космическом праве, и о медицинском праве и так далее. То есть не понимая о том, что в каждой сфере есть свои особенности, и если ты хороший специалист, то обычно ты в узкой направленности действуешь и работаешь. Ты, конечно, знаешь базу, ты знаешь основу, ты можешь ориентироваться, но если ты конкретные задачи решаешь, то, соответственно, ты должен быть юристом из той или иной сферы. Но благодаря этой самой распространенной проблеме «ты же юрист», те люди, которые ко мне обращались через блог по совершенно разным направлениям, и на тот момент я не отказывалась, я, можно сказать, искала свою сферу, и сфера меня сама нашла. Это, естественно, была социальная поддержка, которую я дальше развивала, но вот благодаря тем запросам, которые совершенно разносторонние, из разных сфер, и те задачи, которые я решала, благодаря им, благодаря этим людям и консультациям, я смогла развиваться всесторонне вообще почти во многих направлениях. И на сегодня, можно сказать, это была такая подготовка серьезная, хорошая, которая меня вот вырастила как юриста, как специалиста. И я могу уверенно и спокойно общаться совершенно на любую юридическую тему и выбираю в итоге то, что мне нравится. Сейчас основная моя сфера, которую я выбрала, как я уже сказала, это то, что сам блог, сама моя деятельность определила, сами люди определили и направили меня, чем мне надо заниматься. Запросы, да? Да, самое актуальное оказалась социальная тема. Почему? Потому что до определенного момента специалистов по этому направлению было мало, потому что юристы обычно занимаются судебными вопросами, когда уже конкретно какая-то проблема, и ты ее решаешь. А вот именно с точки зрения какого-то просвещения в этом вопросе, и чтобы простые задачи решать какими-то выплатами и так далее, такого не было. А это при этом была острая проблема. И получилось, что свою нишу я заняла вот благодаря запросам самих граждан. Ну, я знаю, что среди юристов, те, кто заканчивает там юридический факультет, всегда есть так, своя классификация и градация, да. Модно быть адвокатом, то есть заниматься уголовкой там и так далее. Есть те, кто увлекается там нотариальным каким-то делом, да, то есть вот есть какая-то есть такая градация, нырнуть в ту сторону. Есть даже такое отношение у некоторых юристов и такое, можно сказать, понимание в кругу юристов о том, что если ты юрист и не ходишь в суд, то есть ты не посещаешь судебные заседания, не работаешь судами, то ты не юрист. То есть настоящая юриспруденция — это суды, да, суды, споры и так далее. А все остальное — это так, поверхностно. Я здесь, в принципе, частично могу согласиться, потому что действительно, как юрист, ты проявляешь себя именно в суде, когда ты составляешь иск, допустим, когда ты выступаешь в прениях судебных и так далее. Это твое именно способность твоя как юриста довести какие-то свои доводы, требования и так далее. Но суть в том, что в то же время я не согласна с этим, потому что ты тратишь достаточно много ресурсов для того, чтобы решать очень многие задачи, которые стоят. То есть у нас не только судебные дела, у нас очень много проблем и вопросов, которые нужно решать кому-то. И этим занимаются грамотно юристы, это их ниша. Поэтому в этом плане не всегда я согласна с той вот градацией, как вы сказали. Мне хотелось одно время, я занималась судебными вопросами, но, честно вам скажу, это не мое. Не потому, что я не смогла. Кайф от заседаний, участия в заседаниях, от этой полемики, реагирования? Вот полемика и реагирование по телевизору, у нас есть одно представление о судебных заседаниях. Да. Чаще всего это заседание в кабинете у судьи, и все оно вот оно монотонно проходит, очень так формально. И это совсем не то, что мы видим по телевизору. Когда у нас многие, да, хотят там стать юристом, адвокатом и так далее, они насмотрятся классных сериалов, детективов. Кстати, это касается и работников правоохранительных органов. Думаешь, будешь следователем, это все интересно, детективом. Но на практике, в жизни, естественно, это все ударяется об такой об реалии, и это все выглядит совсем иначе. С учетом еще специфики того, что на сегодняшний день
ну, не каждому, да, может там понравиться в той или иной сфере работать. Поэтому я работала в суде, но мне это не откликнулось. Мне больше нравится нести какую-то полезную информацию, решать вопросы. Я очень хорошо себя чувствую именно в роли человека, который может вовремя и понятно, доступно донести сложную информацию, потому что у нас есть новости, у нас есть информация, которая и так доходит до людей, но вот разобрать ее именно по полочкам, объяснить, да, чтобы всем стало просто и понятно, это своего рода тоже вот миссия. И я получаю удовольствие от того, что я помогаю людям в этом вопросе. А другие консультации и все, что идет дальше, это уже, можно сказать, как такое дополнительная основа. Это мой блог и возможность делиться с людьми о сложном на простом языке. Я знаю, что вас как блогера знают по уникальному курсу, который вы разработали. Вы у нас занимаетесь не только разоблачением недобросовестных волонтеров, но у вас есть еще и ваша, скажем так, прямая деятельность, блогерская деятельность. Я бы ее назвала таким правовым ликбезом. Я бы ее назвала вот такой своеобразной правовой консультацией. А еще я бы назвала это некой платформой, которая позволяет найти себя, некоторым вашим ученикам поверить в себя, и, естественно, закрыть какие-то свои финансовые потребности. Я говорю о том курсе консультаций, уникальном курсе консультаций, который вы открыли. Что это? Сколько людей вами уже было обучено? Сколько людей включилось? Самое главное, знаете, что меня интересует? Про самоощущение этих людей. Кем они стали? Что они получили на опыт? Вы знаете, Ленора Ханум, у меня сейчас вызвала улыбку, потому что есть некая связь вот с разоблачением мошенников и курсом. Кто-то почему-то решил, у меня тоже есть своего рода хейтеры, и они мне писали, что вот... Без них невозможно. Да, причем это были хейтеры, которые были на стороне тех самых волонтеров. Они мне писали о том, что я, поднимая эту тему, привлекаю внимание и продвигаю свои какие-то продукты. То есть я делаю это как... возможность, заявить там о себе, и потом буду под этим соусом подавать как-то курс. При этом мне это всегда почему-то смешно, потому что мой курс появился задолго до поднятия этой темы. Кроме этого, тему с волонтерами и мошенниками я поднимала всегда только в последний момент, в крайнем случае, как я уже говорила, то есть это была просто последняя инстанция. Да. И то, что касается курса, вот сейчас я готова максимально уверенно сказать, это уникальный такой проект, которого нет нигде, не то что даже в России, такого не существует. То, что получилось придумать и создать в 2023 году. Я создала этот курс с нуля, но не одна, конечно. У меня была помощница. Это девушка, которая меня смогла направить в плане именно продаж. Потому что проекты я создавала неоднократно, создавала разные проекты, но так удачно получилось именно с той подачи, что благодаря этим знаниям не только можно продвигать полезную какую-то информацию и приносить пользу людям, но на этом можно и зарабатывать. С этой точки зрения я понимала, что это возможно, то есть курс по заработку и так далее. Но я не знала, как это связать именно с той тематикой сложной юридической. Что за тематика? Давайте озвучим. Да, вот я сейчас расскажу. Даже девушка, которая мне помогала, продюсер, все ее коллеги-продюсеры удивлялись, как вообще возможно было создать такой курс с такой тематикой. То есть, и самая главная уникальность в чем курса, вы знаете, что люди, которые приходят на обучение, они могут заниматься всей этой сферой, которая выглядит вроде как юридическая и бухгалтерская, без специального образования. То есть на курсе собрана тема налоговые вычеты, это как вернуть налоги, уплаченные в бюджет. Следующее — это социальная, самая любимая, меры поддержки. Далее это как добиться закона, место в детский сад, путевку получить, или там как добиться питания детям, аллергикам и так далее. То есть это очень многие права, о которых мы в обычном такой жизнедеятельности не знаем, мы не задумываемся. Мы смиряемся с тем, что эти права наши игнорируют. Да, а мы могли бы намного больше, если будем знать. Далее это самые простые договоры, которые каждый день заключают граждане, и могут это делать без юриста, и без нотариуса, и без юридического образования соответственно. Но не все готовы этим, конечно, заниматься. Этому мы обучали. Также это самые простые исковые заявления в суд. Представьте, даже этим можно заниматься не юристом. И последнее, что было, это сейчас нашумевшая маркировка рекламы.
то, что связано с интернетом, соцсетями. Эта тема была для многих непонятной, и как таковых специалистов по маркировке рекламы не существует. И мы таким образом, получается, дали возможность и отучиться на такого специалиста. Кроме этого, у нас еще была тема для бизнеса, то, что касается вот таких основ. То есть все эти темы, они были собраны с учетом того, что гражданин, человек, на юридическом термине, человек будет изучать все с нуля. То есть ему нужно подать эту информацию просто, но при этом он должен разбираться лучше, чем другие, и помочь в решении этих сложных вопросов. И самое главное, курс был создан на основе тех запросов, которые в течение 5 лет больше всего мне задавали эти вопросы и какие были запросы на консультацию. И в итоге получилось максимально успешно, с учетом того, что на курсе была еще информация о том, как продвинуться с нуля. Это как раз о том, как ощущают мои выпускники себя. И появилось новое сообщество. У нас появилось... учеников у вас? А на сегодняшний день больше 1000. Да, но мы не говорим о том, что это все ученики из Крыма или крымские татары. Они не слушают. Да, конечно, это ученики из материка, и из-за границы. Есть совершенно разные ученики, и у всех разные намерения и цели. Кто-то учился для себя, кто-то учился действительно для заработка. И на сегодняшний день я могу сказать, что у многих получилось успешно. Я за ними всеми слежу. Я всегда с ними со всеми на связи. У меня все чаты до сих пор активны. И если кто-то проходил какой-либо курс, они знают, что по истечению какого-то определенного времени закрывается доступ, прерываются все эти связи с кураторами, с главным, да, там, куратором и так далее. У меня же на курсе совершенно вот другой опыт свой. У меня до сих пор со всеми связь. У меня до сих пор все материалы курса доступны, хотя мне вот продюсер говорил, что так никто не делает, Риана. Так не должно быть, это неправильно. Но все равно у меня все это доступно, потому что в первую очередь от этого курса я хотела принести пользу. Риан Ханум, сейчас наш с вами разговор могут некоторые воспринять как рекламу вашего курса, но я абсолютно, положа руку на сердце, хочу сказать, что это далеко не реклама. Для меня ваш курс, знаете, чем был интересен? Я подписана на вас в социальных сетях, я наблюдала за тем, как вы работаете, наблюдала тематику, которую вы поднимаете. И знаете, что интересно? Мы сейчас будем говорить о крымских татарах в основном, да, хотя у вас ученики абсолютно разных национальностей, из разных городов и мест. Но вот для нас, для крымских татар, отношения с властью – это всегда про страхи. Отношения с властью – это всегда про недоверие. И отстаивать какие-то свои права, там, социальные права, да, я не знаю, право на образование, получение там, каких-то услуг образовательных и так далее и тому подобное, вызывает определенный страх. То есть мы готовы очень часто отказываться от этого, просто лишь бы не привлекать к себе внимание, просто лишь бы не вступать в какие-то диалоги и споры с институциями. Тут не просто про власть, а с институциями. Да? Ну, естественно, кому-то не хватает какой-то базы, да, там, правовой базы знаний определенных. И этот курс, он поэтому и привлек мое внимание, потому что вы как раз даете не просто знания, не просто инструмент для заработка, но и эту уверенность. Да? С чем вы сталкиваетесь? Какой фидбэк вы получаете от людей, которые прошли этот курс, да, которые перебороли себе вот этот страх, да, и получили определенный инструмент? То есть стали ли люди смелее? Стали ли они, скажем так, более уверенными в том, что они действительно могут получить то, что им положено по закону, то реализовать свое право, говоря на вашем юридическом языке? Ну да. Вы знаете, то, что правовой нигилизм существует, он везде, да, существует, но с крымскими татарами это особый случай. Действительно, у нас почему-то еще больше недоверия. И это нормальная практика. Абсолютно. Это, да, ко всем для относится. Для постсоветского пространства это норма, да. Норма. Это не только, да. И действительно, благодаря знаниям из курса не только получилось передать им эту уверенность в том, что они могут отстаивать свои права и могут получать намного больше, то, что им положено по закону, согласно нормам, что даже на сегодняшний день мне иногда могут позвонить из соцзащиты работники и сказать: к нам опять пришла ваша выпускница. Ну, то есть это такое неформальное общение, да, но мне могут пожаловаться, так, если можно так выразиться, пожаловаться на моих вот таких активных выпускников, которые уже добиваются для всех того, что раньше не получалось добиваться. И вы знаете, мне даже показалась такая закономерность, что после того, как начали
начали быть активными мои выпускники в сфере, например, той самой соцподдержки, очень быстро начали менять те самые лазейки, например, по закону, о которых я говорила, которые можно использовать для того, чтобы получать больше. Эти лазейки стали менять в законе, потому что много кто ими воспользовался, успел воспользоваться. И благодаря этим знаниям у нас теперь уже чуть ли не в каждой семье есть тот, кто обязательно чем-то да воспользовался. Причем это не касается только поддержки для семей с детьми и так далее. Это касается совершенно любой сферы. И в том числе это касается и того, как можно сэкономить на тех же договорах, которые кто-то привык заключать через нотариус и так далее. Но я ни в коем случае не умаляю роль нотариуса. Есть сделки, которые обязательно и у нотариуса свой особый есть статусы положения. Но есть такие бытовые, легкие, простые сделки, которые могут сопроводить и облегчить жизнь тому человеку. Да, мы решаем его вопрос. Избежать издержек. Да. И таким образом многие порешали, если можно сказать простыми словами, свои проблемы и вопросы, которые они не решали годами. И действительно это оказало положительное влияние не только на моих выпускников, которые обрели, можно сказать, как есть профессию, обрели себя, они стали заявлять о себе. Очень многие, у меня 90% это мамочки в декрете, очень многие вышли вот из того самого панциря и смогли проявиться. Опять-таки, это не реклама курса, потому что у меня сейчас даже нет никакого набора, то есть это даже не актуально. Да, у меня сейчас перерыв большой, разные проекты, и много занимают они времени. А такие проекты, как этот, для него нужно душа, время. И поэтому, когда происходит какое-то выгорание или много работы, соответственно, значит, не время пока для этого курса. Вот. Но обязательно, я думаю, мы с этим всем продолжим, потому что и сейчас оно обретает более такое официальное и устойчивое положение. То есть я регистрирую свою онлайн-школу, я сейчас в процессе. Мало того, что я зарегистрировала официально свой товарный знак, потому что я хочу защитить курсы не только от того, что от хейта, который может появиться. Но у меня, кстати, за все это время хейта не было. Потому что столько пользы, сколько принесли мои выпускники, мне пишут не только выпускники благодарности, но и те, кто получил какую-то поддержку благодаря моим там выпускникам. Они пишут... Да, и вы знаете, быть юристом, давать юридические знания, не зарегистрировать свой там товарный знак, не запатентовать свои знания, мне кажется, это было бы как раз то самое противоречие, которым некоторые блогеры грешат. Да, с этой точки зрения и с учетом того, какие на сегодняшний день принимаются новые законы и требования, естественно, как юрист я подготовила все максимально правильно с точки зрения закона, чтобы не было никаких нарушений. Более того, если я развиваю и продвигаю дальше это направление, а так как оно получилось очень успешным и полезным, это однозначно будет, я защитила, можно сказать, от копирования свои материалы, потому что такого курса нигде нет. Есть курсы по отдельным направлениям моего обучения, и в основном это курсы для юристов и для бухгалтеров. А именно в той интерпретации, с какой получилось преподнести эту информацию мне, я, честно говоря, на сегодняшний день не нашла. Ну и прекрасно. Риан Ханум, немножко отойдем от этой истории. Если бы вы, вы блогер в первую очередь, вы с этого и начинали, да? Если бы ваш блог был бы не про право, не про правовой ликбез, чем бы вы делились с подписчиками? Немногие знают, Ленора Ханум, но начинала я не с правовой тематики, не с правового блога. Начинала я с тематики... Сначала это были украшения ручной работы. У меня был блог, который посвящен был этому. Но когда я поняла, что мне больше нравится общаться с клиентами, чем делать для них украшения и передавать их, я поняла, что мне нужно искать себе в чем-то другом. При этом я была в декрете, я была юристом, причем таким успешным выпускником, который занимался очень долгое время наукой, занимался, можно сказать, с головой нырял в эту юридическую сферу. И я понимала, что нужно развивать свое. И мне очень часто еще муж говорил, ты столько училась, ты столько потратила на эти сил, почему ты не развиваешь именно свою сферу, свое направление? И действительно, но у меня был страх, потому что у меня не было опыта, и я боялась заявлять. Это повсеместная проблема всех юристов и вообще других специалистов, синдром самозванца. Ты думаешь, что ты недостаточно еще хорош, недостаточно опытен, чтобы назвать себя юристом, заявить о себе и начать работать на себя. Но, несмотря на это, я преодолела все страхи. Но буквально перед тем, как юрист Риана, появилась страница «Ты не одна». У меня даже есть архивированные посты. Это был такой блог, посвященный насилию в семье.
Причем насилию не только физическому, но и моральному. Первый мой пост был посвящен абьюзерам. Так вот, почему этот проект, можно сказать, остановился, так и не начавшись. Мой муж сказал: это все прекрасно, тема отличная, но ты понимаешь, что многие подумают, что, возможно, ты лично столкнулась с этим, и для тебя это болезненная тема. И мы понимаем, что это сейчас все кажется не имеет... смешным, но общество имеет На тот момент я считала, что это будет очень полезно, но это действительно очень больная тема. Это актуальная тема. Актуальная тема, да. Вот у нас Ленура Ханум Янгулатова, главный, кто по этой теме. Вот. Но на тот момент, естественно, этого не было. И потом я подумала, действительно, это же не мое основное направление, но эту тему я тоже смогу поднимать в рамках своего блога. То есть это должна быть полезная такая вот тематика, где я смогу найти и помочь каждому. Поэтому так и появилась моя страница «Юрист Риана». И изначально это всегда были юридически полезные лайфхаки. То есть я начинала с полезного блога, и я так и продолжила и продолжаю. Это и есть главная тематика. Это работа для вас или миссия? Это миссия, потому что до сих пор сейчас вспоминаю, как реагировали многие мои близкие, мои одногруппники. Когда изначально, когда я писала эти посты, я делала все это, понятное дело, на безвозмездной основе. Помимо этого, я консультировала день и ночь всех, кто ко мне обращался. Причем благодаря этим консультациям та неуверенность, которая у меня была в начале, она исчезла. Я обрела свои сферы самые востребованные, актуальные. Я поняла, что сейчас актуально, и тематика блога сама себя выбрала в итоге. И я знала, что людям интересно, что людям нужно, и в какой сфере кому больше нужна помощь. Поэтому я очень рада, что изначально именно так и сложилось, что я начала полезную тематику, что я помогала, отвечала людям. Я и сейчас, в принципе, продолжаю по возможности и консультирую бесплатно. Я не вижу в этом ничего плохого. Если есть возможность, я это делаю. Но, естественно, когда время у любого специалиста требует больше времени и там работы, естественно, это уже услуги будут. И таким образом я считаю, что это все-таки миссия, потому что, несмотря на свои интересы о том, что, может быть, всем хочется зарабатывать, больше я все-таки получаю, наверное, удовольствие от того, что я помогла. Что я решила чью-то проблему. От того, что мне, если говорят спасибо или там платят, я больше получаю удовольствие от того, что мне благодарят. Спасибо. Да. Хотя спасибо в карман не положишь, но вот у меня такая натура, и это, наверное, передалось от родителей. У нас всегда бабушка ругалась, что мы вот такие вот простые, и что мы не умеем капитализировать. Да, что мы не умеем, есть такое выражение одно на крымско-татарском языке, не знаю, насколько будет. Бабушка всегда нам говорила, что мы ачих котмос, что мы постоянно все даем и делаем бесплатно. Это начиная с нашей мамы. Вообще 90% ее консультаций, они всегда были бесплатные. Я засыпала под эти консультации, я просыпалась под эти бесплатные консультации. У нас весь дом, очень часто папа или еще кто-то ругался, даже бабушка ругалась, сколько можно уже, ты даже там не спишь, не ешь, всех консультируешь. Но я думаю, так же, как и я сейчас, моя мама тоже получала от этого удовольствие, она заряжалась, и так же и я. За вами очень большая аудитория тех, кто, поверил в себя, да, и смог себя реализовать в чем-то. За вами большая аудитория тех, кто поборол в себе какие-то страхи. И вот мы с вами говорили про страхи и недоверие к институтам, да, власти и так далее. У вас это огромная большая аудитория. Что бы вы им, главный месседж, который бы вы им хотели передать? Вот как юрист, как блогер. Мы с вами говорили сегодня очень много про ответственность блогеров. Просто как Риана Османова. Вы знаете, я на днях затрагивала эту тему. Как раз главный месседж мой был — быть осведомленными. То есть вам не нужно вникать в какие-то юридические тонкости, вам не нужно всем быть юристами, но вы должны быть осведомлены. Вы должны знать какие-то основные понятия и основные ситуации проблемные, которые на сегодняшний день происходят, и следить за изменениями в законах. Потому что законы, они не только дают нам право на что-то, но и обязывают к чему-то. И очень часто к юристам когда обращаются? Когда возникают проблемы. Когда поздно. Когда уже поздно. Поэтому главный месседж: пожалуйста, обращайтесь не после того, как уже все плохо, а до этого, заблаговременно. Поэтому нужно следить за, например, такими юридическими каналами, где сейчас меняется закон каждую секунду. Да? Мы даже с коллегами очень часто не успеваем за этими изменениями. И в первую очередь
нужно просто интересоваться таким контентом. Я знаю, что такой контент, он очень сложно продвигается, потому что не все любят читать, но мы уже юристы и рилсы снимать научились, да. И делаем все это максимально на простом языке через юмор. Каждый должен понимать об ответственности не только в том случае, когда они что-то натворили, и им поможет юрист, но и о личной ответственности, о том, чтобы не попадать в те или иные ситуации и думать, прежде чем что-либо совершить, либо что-либо сказать. Тогда бы это решило очень многие проблемы. Чухсауну, Сриана Ханум, за этот прекрасный разговор. Я надеюсь, мы приоткрыли некую завесу не только на юриспруденцию, но и на вас, как на человека, как на блогера, как социально ответственного блогера, скажем так. Чухсауну за этот разговор. И вам чухсауну за этот разговор.